уважаемые участники столь высокого форума. Я считаю, что на наш форум собрались те, кто хочет истинных реформ в Казахстане, реформ, которые будут работать на повышение благосостояния каждого гражданина Республики Казахстан. Я не буду читать весь свой доклад, я коротко скажу самые основные моменты, потому что после таких докладов, которые были сегодня сказаны, по всем сферам экономики страны, дополнить не очень-то многое хочется. Но акцентировать на отдельных моментах я все-таки считаю необходимым. Первое. Если мы хотим сказать о том, что страну надо вернуть народу, то мы должны говорить о том, чтобы народ научился управлять страной. Народ, чтобы в полной мере реализовал право на участие в управлении делами государства. Статья 33 Конституции четко гласит о том, что мы имеем данное право. И это право участия в управлении делами государства включает возможность избирать и быть избираемыми, участие в референдуме и в других формах прямой демократии. Что мы видим за 20 лет, с лишним лет независимости Казахстана? 2 референдума, из которых один по принятию Конституции в 1995 году и второй по продлению полномочий самого президента. Ни одна идея проведения референдума касательно социальной сферы, касательно земельных вопросов и других актуальных вопросов страны, как это прописано в Конституционном законе о референдуме, в Казахстане попытка их инициирования не увенчалась успехом, потому что власть все время, пользуясь назначенным центральным избирательным органом ЦИКов, все время дает на это отказ. Независимо, сколько подписей было собрано, независимо, насколько это было объективно, независимо, насколько актуальные вопросы поднимались. Надо сказать, что также мы имеем право на осуществление местного самоуправления. Но за 20 с лишним лет мы так и не получили закон о местном государстве, о местном самоуправлении. И, по сути дела, сегодня власть делает все для того, чтобы акимы были назначены ими, и руками акимов управлялась экономика, которая довела уже страну почти до ручки. И акимы же формировали избирательные комиссии, и акимы определяли, кто будет сидеть и обладать мандатами депутатов маслихатов и депутатов парламента. Только ради этого они готовы самоуправление полностью похоронить, обозначить его не этим законом о местном государственном управлении и самоуправлении, а на самом деле оттягивать этот процесс еще на многие годы. Только ради того, чтобы сохранить себя во власти, сохранить себя на президентском кресле, сохранить у себя определенные кучки мандаты депутатов и продолжать управлять страной. Этого позволять больше нельзя.